Я, естественно, сторонник того, чтобы молодежи доверялось все больше ответственности, да, на нее возлагалось. В развитии и общественных проектов, и бизнес-проектов мы видим, что сегодня молодежь достаточно амбициозная. Молодежь очень быстрее своих отцов осваивает современные технологии, методы работы. Мы последние несколько лет с моими друзьями, единомышленниками очень много работаем с молодежью в национальных республиках. Мы это делаем в рамках программ фонда «Альтаир», который занимается тренингами, развития потенциала молодежи в бизнес-сфере, социальной сфере, информационной сфере. И мы очень большое внимание уделяем молодежи не просто на уровне республиканских столиц, таких как Казань, Уфа, Грозный, Махачкала, но и мы начали выходить на сельский уровень. То есть мы начали работать с молодежью прямо вот в самых, что ни на есть, находящихся у истоков национальной, народной культуры, истории селах. Мы видим, конечно, что молодежь, глядя на своих сверстников в странах Запада, в Москве, в Петербурге и даже в республиканских столицах, конечно, хотела бы уехать, хотела бы более полно реализовать свой потенциал. Но при этом я обязательно об этом должен сказать, что существует определенный процент молодежи, который никуда не хочет ехать. Тем более, что современное развитие средств массовой коммуникации открывает уникальные возможности. Не выезжая из горного села, к примеру, на Кавказе, можно по современным технологиям, есть такие новые веяния в образовательной сфере, MOOC, Massive Open Online Courses, массовые открытые онлайн-курсы, когда международные университеты типа Кембриджа, Оксфорда выбрасывают свои образовательные программы, спрессованные веками, да, вековой традиции, в открытый доступ, в интернет. То есть человек может получить образование европейского уровня, даже не выезжая за пределы своего села, если он в достаточной степени изучит английский язык и потратит несколько лет на прохождение этого курса. Далее он может просто, находясь в своем же селе, да, сохраняя вековую традицию, да, оберегая там домашний очаг и находясь возле могил своих предков, да, в доме, в своем родовом гнезде, он может зарабатывать, потому что сегодня огромное количество профессий доступно онлайн. К примеру, хотя бы взаимодействие американских медицинских компаний и программистов и компьютерщиков из Индии, когда рентгеновские снимки тут же из США по электронной почте отправляются в Индию, они там расшифровываются, оцифровываются, обрабатываются, возвращаются обратно. Почему нам, ребятишкам, молодежи из татарских деревень, башкирских деревень, кавказских сел горных, не выйти на такой уровень профессионализма, чтобы мы стали конкурентоспособны на мировом уровне? Это позволит нам сегодня и сохранить свои села, сохранить традиционный уровень культуры, традиционный уровень отношений, и в то же самое время привнести в наши села, в наши районы, в средоточие нашей татарской, башкирской, кавказской культуры, привнести совершенно новую динамику. Но для того, чтобы пробудить молодежное сознание к таким возможностям, нужно ездить, нужно работать с ними. И мы на самом деле стараемся вытаскивать молодежь на диалог, проводить тренинги, показывать им на пальцах, как это можно сделать. И я думаю, что если мы еще лет 5-7 поработаем на этом уровне, результаты будут просто потрясающие.